Теперь о находке, которая может перевернуть представление о том, когда человек впервые начал приручать животных. В Якутии нашли мумию щенка возрастом 18 тысяч лет. И если подтвердится, что это именно собака, то выходят, одомашнили их гораздо раньше, чем предполагалось. А все благодаря вечной мерзлоте. Именно она помогла находке так хорошо сохраниться. Впрочем, древние льды таят в себе не только приятные сюрпризы. Константин Панюшкин расскажет подробнее. Сперва больше нескольких десятков, максимум сотен лет щенку не давали. Уж слишком хорошо сохранился. Мочка носа очень хорошо. Видно, зубы присутствуют. Однако эту ледяную мумию нашли добытчики бивни мамонта в диких местах якутской вечной мерзлоты. Наши ученые отправили материал на анализы в Швецию, где выяснилось, что щенку 18 тысяч лет. И это меняет представление о том, когда человек превратил волка в домашнего пса. Считается, что собаки стали самостоятельным видом по крайней мере 15 тысяч лет назад. Теперь может оказаться, что окончательное разделение видов произошло на целых 3000 лет раньше. Но пока исследование продолжается. Шведы сравнили ДНК древнего щенка, современных собаки и волка. Первые результаты неоднозначные. Это может означать две вещи. Или у нас недостаточно данных, и когда мы получим больше информации, тогда точно определим. Или этот экземпляр из популяции родственный и волкам, и собакам. Не так это и удивительно, ведь 18 тысяч лет назад собаки были совсем не похожи на многие сегодняшние породы. Первые собаки от волков, в общем-то, не отличаются. И главная сложность изучения этих первых волка-собак в том, что, по сути, это и есть волк, только чуть более общительный. Волк, дробь собака, она хищник, помощник на охоте. С помощью волка можно обогреваться по ночам, например, он тепленький. Древнего щенка назвали догар, что на якутском языке означает «друг». За десятилетия это уже третья собака, обнаруженная на севере Якутии. Останки стали находить так часто из-за глобального потепления. Вечная мерзлота оттаивает. А ведь ее льды хранят не только мамонтов и собак. В вечной мерзлоте в Арктике могут сохраняться на протяжении сотен тысяч лет жизнеспособные микроорганизмы. Опасности, связанные с таянием вечной мерзлоты, сейчас, похоже, становятся не потенциальными, а реальными. И известно, например, что в 2016 году на Ямале была крупная вспышка сибирской язвы, связанная с вытаиванием спор возбудителей сибирской язвы. Несколько лет назад петербургские эпидемиологи нашли живые бактерии в пищеварительной системе собаки, замерзшей 12,5 тысяч лет назад. Догара пока что целиком не обследовали. Но некоторые уже спрашивают, как завести такого же. Теоретически, если бы в туше животного нашлись клетки с живыми ядрами, щенка можно было бы попробовать клонировать. Я уверен, что большим спросом будет пользоваться порода с ярлычком, выведенная 18 тысяч лет назад. Но с точки зрения применимости такая порода вряд ли будет интересна, поскольку все-таки 18 тысяч лет прошло, и мы работали над теми породами, которые сейчас нас окружают, чтобы они были более дружелюбные, чтобы выполняли какие-то функции. Та порода, скорее всего, наименее дружелюбная из всех собак, которые мы знаем. А пока внешне тот же самый щенок. Найденный щенок очень сильно похож на породу, которая сейчас перед нами. Это чешский волчак. Верный выносливый пес. И все же смесь немецкой овчарки и настоящего волка, то есть так называемый волкособ, в России внесен в список потенциально опасных пород. Константин Панюшкин, Дарья Рыбакова, Алена Кузьмина, Дмитрий Литвиненко. Первый канал.